4,5 года я добивался, но чтобы мне предоставили этот музей, это помещение. Это действительно очень хорошая работа. Личное общение и детальное изучение всех обращений. Глава Ингушетии провел прием граждан. Подробности в начале выпуска. В этом году это только первый этап. У нас на следующий год и на 2021 год тоже есть аналогичные мероприятия предусмотренные. 9 единиц спецтехники. Автопарк регионального министерства природы пополнился. Национальный проект «Экология в действии». Эта акция проводится в целях сохранения исторической памяти. Это тестирование не только будет полезно студентам, но и людям разных возрастов и профессий. Году памяти и славы посвящается проект «Большая история всероссийского масштаба». Расскажем, как в НГУ писали тест по истории России. Отсутствие данного метилового спирта, данная продукция у вас отсутствует. Вы обращаете на это внимание? Да. Некачественная незамерзайка травит водителей. Роспотребнадзор разъяснил торговцам, чем грозит продажа фальсификата. Оружие, украшения и предметы быта, которым больше века. Это сокровища старины, накопленные директором филармонии Русланом Куштовым. Предметы быта ингушей, богатые историей. Музей краеведения пополнился новыми экспонатами. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Порядка 30 человек обратились к главе Ингушетии за помощью в решении личных вопросов и реализации своих идей и проектов. Махмуд Али Калиматов провел прием граждан. Для оперативного решения вопросов к участию в мероприятии были приглашены руководители профильных ведомств и главы муниципальных образований. Вопросы трудоустройства, выезда на иногороднее лечение, восстановления жилья. Каждое обращение глава Ингушетии изучил детально. Подробности в сюжете. Цароев от имени жителей сельского поселения Южное просит о содействии в приведении надлежащего дорожного покрытия на улице имени легендарного разведчика Абдуллы Цароева. По итогам обсуждения вопроса Махмуд Али Калиматов поручил районной администрации разработать проект, предусматривающий строительство качественной дороги с дренажной системой, и после прохождения соответствующих процедур согласования реализовать его до 1 мая 2020 года. У нас в районном бюджете дорожный фонд 16 миллионов. Хорошо. Из них дорога, которая им нужна, у нас займет 2 миллиона. Они у нас... Минуточку. А проект есть у тебя? А мы без проекта, мы в момент, когда по 44-му закону... Проект сделайте, потому что они же говорят тебе, дорогу надо сделать. Значит, если 600 метров, надо расположить 22 двора. Там вечером, наверное, не пройдешь. А тем более скользко, если будет. Вот это же там, вот тебе подрядчик, которую ты планируешь, на торги 1, 2, 3, 5, они должны тебе дать проект. А ты выбираешь самый лучший. Не те, которые ты там с 2 миллиона лух, не хабила. Мы яхашт. Куан юх что делать, юх бибез бахас. Вот бери на контроль вот это. И ты бери на контроль. Значит, мне нужны проекты перед тем, как торги начались. А потом, будьте добры, сделайте им дорогу. Когда ты ее сделаешь? Во втором квартале, до конца второго квартала я ее сделаю. Второй квартал, иди вон отсюда. До 1 мая. Хорошо. 9 мая праздник, чтобы был. Все будет. Вот до 1 мая некий проект елуш. Вы не делаете, и я вижу вот сейчас вот дренажной нету системы. Если она там необходима, надо делать хоть маленькую дорогу, хоть большая. Дренажа нет, у тебя будет все уносить. Она затопит дворы. 25 апреля, значит, Сочи халвары южный. Агарас диадети. Та хождевы. Не. Ах, ваш чарцань дустывы, ержбол хоббат. Агар дус хамхуддат. Вот бери необходимый юртушк. Да договаривали, юртуш цани. Там главы есть, переговори с ними. И где необходимость вот
второй квартал жникаш хадица, если у тебя 16 миллионов есть. Но и не забудь, там, где у тебя ремонт придется делать по весне, там тоже запас оставь. Почему? Где больница, асфальт провалится, где школы, где детский сад. Оставь себе запас каких-то денег, где бы ты мог ремонт сделать молниеносно, быстро. Вопрос и ценяк, юртыш някаш ди, центральные, федеральные, някаш хадия, юрт даваги харвали нормально хамдахтить. Где архи важно, архи что нужно, необходимость, тогда берите и делайте. Курейш Шевлоев, заместитель председателя Малгобекского районного совета, просит рассмотреть возможность выделения отдельного помещения для музея боевой и трудовой славы района, который сейчас расположен в здании 30-й Сагапшинской школы. Курейш своими силами много лет ведет работу по восстановлению данных о земляках, отметившихся участием в крупных военных событиях прошлого. Например, силами энтузиастов собраны документы 31 выходца из сельского поселения Сагапши, которые входили в состав дикой дивизии. Махмуд Али Калиматов инициативу поддержал, оценив ее актуальность для патриотического воспитания будущих поколений, а также своевременность появления в преддверии 75-летия Великой Победы. Всю сознательную жизнь, это с интересом. Четыре с половиной года я добивался, чтобы мне предоставили этот музей, это помещение. Это действительно очень хорошая работа. Экспонатов много, еще работу можно и наполнять. Вот 75-летию Великой Отечественной Победы, да, у нас есть возможность построить там музей. Не класс ему давать, не комнату делать. Если вы здесь сделаете проект, есть возможность, только надо соизмерять, сколько надо там помещений, какое оно должно быть. Потом землю надо найти. Земля, чтобы была нет, не на окраине, а на хадбуаболжди, посередине там взять, значит, чтобы люди было туда прийти спокойненько. До 10 марта концепцию по развитию музейного комплекса и стройки, значит, Минкультуре поручение. Подготовьте, значит, встретиться со всеми, не только с вами, но и с музейщиками именно Великой Отечественной войны. Концепцию в части того развития музейного. Вот у нас нету вот музея. Вот, и потому что я говорил, там лежит, там немножко, здесь. Цахаи есть республиканский. Также поддержку в лице главы Ингушетии получил и тренер ФОКа сельского поселения Галашки Умар Шанхоев, который жалуется на неудовлетворительные условия для проведения полноценного тренировочного процесса. По поручению руководителя региона Минспорт Республики уже отрабатывает возможные пути решения этой проблемы. Объекты ЛОСБУ постоянно жалуются. А с директором Махмуд Албарка, директор. А с канал дальше, перед отложением шведский стенки хамаж Махмуд хамаж езер, что положение что я сукси своими силами хачерс. Мегда хажахи, она мегда хажуса, она секретарь толдани на 90 хамажи дальше. Турники шведский стенка, тренажер, гираж, кимоно, бирж, хажа. Бобрик башку, данам бобрик башку, на хажа, несколько бок, чем кимоно жения за. Все могут даже волосу шилить, туалет жакай, что на аре хаешь туалет. Душевой, более отдельно, более бахтич. Халиш качан, что-то помещение, связано было. Первое, туда Финнадзор Костоева. За период дайте все документы. Албаков там директор, да? Вот, Ахмад Калбаков. Сколько выделено туда средств за период, берите, за 3 года. И конкретно мне, куда эти деньги ушли, если их выделяли. Это первое. Второе, Роспотребнадзор туда. Проект сделайте, Сделайте капитальный ремонт, если там возможно вообще. Вот он стенку там, деньги собрал, ходил. Нельзя детей губить, если там душа нет. Если там вентиляции нет. В период
перечень обращений к главе республики также вошли вопросы оказания помощи в трудоустройстве, выезде на иногороднее лечение, восстановлении утраченного жилья, ремонте ветхих коммунальных сетей, реализации соцпроектов и многое другое. Обращение каждого заявителя Махмуд Али Калиматов изучил детально и внимательно. Вчера 13 месяцев стукнуло, как после аварии ДТП, единственный сын, 24 года, в сознании его очканился. Есть такая, в крепости работает зам главврачом Картоева Залина. Так. Вот прошу вас отметить, что вот отличный врач. Вот вы понимаете, у нас есть действительно есть врачи. Душевные врачи есть у нас. Хорошие врачи. И вот там сидели несколько женщин, я честно говорю, бил Харкушханахы от того, что я не знаю, что она им сделала. Но с дикиях, значит, смотрите, значит... Вот это я могу сделать, вот это я могу сделать. Записывайте, значит, поощрите ее. Таких людей очень мало. По итогам общения с гражданами, которое длилось около 5 часов, глава Ингушетии дал соответствующие поручения подчиненным, определил конкретные сроки исполнения принятых решений. Хадия Добреева, Хусейн Гагиев, Новости 24. Глава региона Махмуд Али Калиматов принял отставку министра труда, занятости и развития региона Зелимхана Котикова. Указ об освобождении его от занимаемой должности руководитель республики подписал сегодня. Напомню, Зелимхан Котиков возглавил региональное министерство труда в январе этого года. Временно исполняет обязанности министра труда, занятости и соцразвития Ингушетии. По распоряжению главы региона будет Адам Хашагульгов, который ранее занимал должность заместителя руководителя Минтруда республики. Жилищные сертификаты получили сегодня 19 семей из числа вынужденных переселенцев из пригородного района и Чеченской республики. Их вручал лично руководитель регионального Миннаца Руслан Волков. Жилье получают в порядке очередности, установленной в утвержденном сводном списке на текущий год. В список были включены семьи, которые стоят на учете по улучшению жилищных условий. Мы сегодня закончили выдачу жилищных сертификатов по программе вынужденных переселенцев, которые деньги были запланированы в этом году. В следующем году у нас будет беспрецедентная сумма для Республики Ингушетия, порядка 1 180 000 000 рублей. Мы охватим практически 80% тех людей, кто находится в списке. Я надеюсь, уже в 2021 году мы окончательно закроем этот вопрос. 33 территории из запланированных 48 благоустроили в Ингушетии в рамках госпрограммы. Среди 9 муниципальных образований, участвующих в текущем году в проекте формирования комфортной городской среды, в 6 реализация завершена. Назрановский район показал самый лучший результат. Все работы по благоустройству 7 общественных территорий были завершены досрочно. Второе место поделили Сунжа и Назрань. Во всех регионах созданы общественные комиссии, которые контролируют программу, согласовывают отчеты. Хантеры УАЗ для ингушских хранителей флоры и фауны. Сразу 9 спецмашинами пополнился автопарк регионального министерства природы. И в лес, и в степь, и в дождь, и в снег. Задача по охране окружающей среды с автомобилями высокой проходимости для сотрудников теперь станет удобнее и легче в разы. Обновление автопарка предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Экология». 9 единиц спецтехники ждут своих водителей, сотрудников Минприроды. Эти машины повысят эффективность работы по сохранению и защите окружающей среды, в частности лесов. Подарки перед Новым годом лесники разбирают как дети из-под елки. Все они разбегаются по своим машинам, чтобы произвести первый запуск двигателя. Руслан Алиев работает лесничим более 20 лет. В таком транспорте он нуждался давно. При срочных выездах ему приходилось использовать свой автомобиль, не приспособленный для проверок в труднодоступных зонах. Сейчас он заверяет, что встанет в природоохранный дозор с новыми силами. Так как эта машина мне досталась, я готов быть в службе независимо от времени суток, ночь это или день. При телефонном звонке время я потрачу только на обмундирование себя и путь. Я в лесу и живу, где и бывают обычно пожары. Так что при команде ОЧП я буду еще быстрее добираться до места.
УАЗ «Хантер» предназначен для патрулирования доставки людей и спецоборудования к местам чрезвычайных происшествий. Тушение пожаров и их предупреждение теперь не проблема. Высокая проходимость машины позволит лесникам взять под контроль каждый отдаленный участок. Всего «Хантеров» привезли 6 единиц. Также сегодня вручили 3 малых лесопожарных комплекса на базе УАП «Пикап» с 5 посадочными и закрытыми грузовыми местами. Благодаря этим приспособлениям мы не допустим пожара на нашей территории. Здесь есть кабель 30-метровый для опрыскивания воды. Приспособлена бензопила для отрезки огня от живых массивов. Плюс ветродув предназначен для захлестки огня. Много чем нужным и полезным оснащен данный автомобиль. И огнетушитель, и лопаты, даже ранцы все есть. Еще летом этого года в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта сохранения лесов было проведено оснащение специализированных учреждений 11 единицами техники. 5 лесопатрульных внедорожника, 4 малых лесопатрульных комплекса на базе УАЗ «Фермер» и 1 универсальный лесопожарный комплекс на базе трактора. Также ГАЗ-Вепер, вездеход с повышенной проходимостью. За все время существования наших лесничеств на эти цели деньги в принципе как таковых там не выделялось. И если учесть, что еще с начала года уже было приобретено и передано 11 единиц аналогичной техники, то, естественно, это очень веский вклад в процесс дооснащения наших лесничеств. В этом году это только первый этап. У нас на следующий год и на 2021 год тоже есть аналогичные мероприятия предусмотренные. А так, в принципе, наш проект будет реализован до 2024 года. Но мы ожидаем, что в следующем году нам, наверное, скорее всего, будут уже согласовывать более крупногабаритную технику. Приобретенная пожарная техника позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снизит ущерб от лесных пожаров на 47%. Новые машины можно эксплуатировать в любых климатических условиях и в различных лесорастительных зонах. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Открытие зимнего горнолыжного сезона для туристов состоится в горной части республики 20 декабря. Там пройдут праздничные мероприятия. Самым важным событием на территории курорта Арымхи станет открытие многопрофильного медицинского центра, который станет отличной возможностью для получения комплексного санаторно-курортного лечения, включающего диагностику и обследование, консультации специалистов и широкий выбор оздоровительных процедур. В планах организаторов концертно-развлекательная программа, выступления творческих коллективов, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, зимние состязания, конкурсы. Также для участников будет подготовлен стол национальной кухни. 40 вопросов за 40 минут по всем периодам отечественной истории. В рамках проекта «Большая история», инициированного молодежным парламентом при Госдуме, сегодня во всех регионах страны и зарубежных странах открылись площадки проведения теста. Его писали и в Магасе. Акция стартовала в 11 часов в НГУ. Как и во всех 40 пунктах в республике. Эрудицию проверили свыше 100 человек. Тест по истории приурочили к 2020 году, объявленному президентом России годом памяти и славы. Дана Плива расскажет подробнее. Около 6 тысяч площадок во всех регионах России и 42 странах мира. Тест по истории Отечества в рамках международного проекта «Большая история», пишут жители нашего региона. Одна из крупнейших площадок распахнула свои двери в стенах Ингушского государственного университета. Тестирование проходит около 100 человек. В большинстве своем студенты, будущие историки, юристы, финансисты, филологи. Каждый человек, являясь патриотом своей родины, обязан знать историю своих предков, историю своей страны. А проведение такого рода акций, мне кажется, является этой прекрасной возможностью. Огромное спасибо хочется сказать инициаторам данной акции, а также организаторам данного мероприятия. Эта акция проводится в целях сохранения исторической памяти. Это тестирование не только будет полезно студентам, но и людям разных возрастов и профессий. Оно придаст заинтересованность в изучении истории Отечества и повысит общий культурный уровень. Как говорил профессор Василий Ключевский, настоящий гражданин своей страны должен быть хотя бы немного историком. Тесты пишут анонимно. На каждом бланке есть свой идентификационный номер. По нему участник позже сможет узнать свой результат. Пользоваться интернет-ресурсом при сдаче не запрещается. Правда, многие в аудитории такой шпаргалкой решили пренебречь. Да и зачем, если оцениваются твои собственные знания, делится Али Галаев. Первый раз на данном тесте. В принципе, интересно, и, так сказать, это будет для меня самопроверкой. Тест был для меня не особо сложным, но и были вопросы,
которых я, в принципе, и не знал. Польза этой акции какая? Ну, в первую очередь, это не забывать свою историю своей страны, это воспитание патриотизма в подрастающем поколении. И, если честно, ты смотришь, как ребята выполняют задания, пишут тест по истории России. Я надеюсь, что, хотелось бы, чтобы еще были такие тесты, например, по истории Ингушетии, чтобы наши ребята, наши студенты знали историю Ингушетии. Россия, Франция, Германия, Италия, Бразилия, США. Акция охватила самые разные точки планеты. Участникам дается 40 вопросов и столько же минут. Задания разрабатывали специалистами военного университета Минобороны страны. Пишут тест люди самых разных возрастов и профессий. Наравне со студентами в историю Отечества погрузилась и сотрудник НИИ имени Чаха Ахриева Лейла Арабханова. Основная доля вопроса, она, конечно, касалась именно военной истории российского государства. В принципе, там отражаются практически все периоды, начиная от населения Древней Руси, то есть образования первых таких народных, таких вот, можно сказать, вот племенных обществ, которые были на территории России. И, в принципе, даже и включая географические открытия, в которых участвовали именно вот русские мореплаватели, путешественники, все военные события, включая войны и русско-турецкие, и Крымскую войну, в принципе, все войны, в которых участвовала Россия. В этом году в акции принимают участие около 700 тысяч человек. Инициатор тестирования – молодежный парламент при Госдуме страны. Он приурочен к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться уже в следующем году. Цель акции – патриотическое воспитание и популяризация исторических знаний. Тестирование Республики Ингушетия проходит на 41 площадке. Общее количество участников более 1500 человек. Активное участие, огромный интерес в этом проекте приняло руководство и студенты университета. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за оказание содействия и предоставление площадки. Результаты теста станут известны уже на следующей неделе. В рамках проекта можно пройти онлайн-тестирование, доступное в течение всего дня. Дана Плеева, Магомед Шаухалов, Новости 24. Строительство школы на 720 посадочных мест начнется в 2020 году в сельском поселении Верхние Очилуки. Возводят объект в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Сдача образовательного учреждения запланирована на 2021 год. Строительство новой школы позволит сократить дефицит посадочных мест в населенном пункте. В сельском поселении Верхние Очилуки есть еще две школы, одна из которых 17-я, построена в 1976 году. Несмотря на то, что школа рассчитана на 320 посадочных мест, сейчас в ней обучаются более 1000 учащихся. Ввод в эксплуатацию новой школы позволит разгрузить эту школу, а также создаст 125 новых рабочих мест. Зима – настоящее испытание как для водителей, так и автомобилей. Мороз и гололед ошибок не прощает. И речь идет не только о зимней резине. Зачастую даже покупка незамерзающей жидкости может обернуться головной болью в прямом смысле этого слова и даже отравлением. В целях борьбы с контрафактом сотрудники Роспотребнадзора провели рейд в Назране. Репортаж Тамары Хашагульговой. Отсутствие данного метилового спирта, данная продукция у вас отсутствует. Вы обращаете на это внимание? Да. Сезон холодов – сезон повышенного спроса. В такую погоду главное для водителей – не забыть залить незамерзающую жидкость для стекол в свой автомобиль. А ведь это на первый взгляд обычное дело может оказаться смертельно опасным. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора следят за тем, чтобы некачественный товар не попадал на прилавки. Любая продукция. Я проверяю документы и смотрю на упаковку. Есть там метиловый спирт или что-нибудь вредное для здоровья людей. Я забочусь о покупателе. Однако такие сознательные продавцы и покупатели встречаются нечасто. Одни предпочитают завозить, а другие покупать недорогой и, соответственно, некачественный товар. А ведь поддельная незамерзайка приводит к серьезному отравлению, а еще может вывести автомобиль из строя. Те незамерзайки, которые имеют запах, они лично у меня от них голова болит и неадекватное состояние за рулем. Тех, у которых запах. Брать лучше без запаха, не замерзайку. Каждый автолюбитель руководствуется собственным опытом. К примеру, Алихан Бабхоев не смотрит на состав. Обычно он закупается у проверенных продавцов. Обычно беру не красный, синий а прозрачного цвета, потому что она не влияет на на краски автомобиля при
запуске, когда промываешь стекла свои. Ставлю их в холодильнике, замерзает, не замерзает. Вот только тогда и беру, особенно у одного человека, не который по дороге у нас стоят. Вот прихожу на базар своего старого знакомого, то, что я приобретаю у него. Выбрать качественную продукцию можно легко, говорят специалисты. Нужно обращать внимание на состав. Первое, с чем сталкивается любой потребитель при приобретении данных товаров, а именно стеклоомывающей жидкости, на информацию, которая нанесена на саму эту жидкость. То есть нужно обращать внимание к составу данной жидкости, не присутствует ли в нем метиловый спирт, которым очень плохо влияет на здоровье человека и может вызвать ряд отравлений. Поэтому сегодня рекомендуем нашим потребителям, чтобы они обращали внимание на информацию, которая есть на самой жидкости. В ходе предупредительного рейда некачественной или просроченной продукции специалисты не выявили. Но это не повод расслабляться. Рейды будут проходить с завидным постоянством, чтобы предостеречь автолюбителей в сезон холодов. Товары, которые имеют всю необходимую информацию, и в них не содержится тот метанол, о котором мы говорим, то есть метиловый спирт, а также есть документы сопроводительные на некоторых местах, которые мы сейчас обошли, присутствуют данные документы. Если данные товары все-таки будут на рынке обнаружены, и мы обязательно в порядке информируем свое руководство, а также примем все меры административного наказания, вплоть до конфискации данных товаров. В Роспотребнадзоре информируют продавцов. Продавать незамерзайку, в состав которого входит метанол, незаконно и чревато наказанием. Тамара Хшагульгова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Зелимхан Бакаев и Магомед Аздоев в числе лучших полузащитников Европы. Специалисты Международного центра спортивных исследований составили очередной рейтинг лучших футболистов Европы. Магомед Аздоев на 48-м месте с 308 баллами. Зелимхан Бакаев на 51-м месте, у него 307 баллов. В системе подсчета баллов суммируются различные технико-тактические действия от числа голов до количества передач, качества отборов и статистики выигранных единоборств. Браслеты, зеркала, керамика, стрелы и другие экспонаты пополнили фонд Ингушского музея краеведения. Коллекцию старинных предметов музею передал директор филармонии Руслан Куштов. Все они отражают жизнь и быт ингушского народа. Жаридат Халухоева ознакомилась. Которые в музее краеведения принимали буквально чуть дыша. Оружие, украшения и предметы быта, которым больше века. Это сокровища старины, накопленные директором филармонии Русланом Куштовым. И все они теперь хранятся здесь. Например, вот этот глиняный кувшин интересен своей необычной формой и орнаментом. И то, что он так сохранился, большая удача. Подобные экспонаты в музее встречаются впервые. Зооморфная ручка и вдавленные узоры на черной глине свидетельствуют о начале первого тысячелетия. Этот этап гончарного ремесла ингушей не до конца изучен, признается Зарема Мистоева. Так что этот кувшин станет началом исторического постижения. Впрочем, изучить предстоит и эту коллекцию топоров. Вот такой топор я вижу в первый раз. В коллекции у нас такого нету, вот в фондах музея. Ну, вот подобные топоры, чтобы топорища были в разной плоскости, они обоюдоострые, но в разной плоскости расположены. Если, например, вот эти топоры, они обоюдоострые, но параллельно смотрят друг на друга, но вот это вот чисто явно вот боевой топорик. Немало интерес вызывает и коллекция старинных зеркал. Сделанные из чистого серебра, они оформлены различными узорами на обратной стороне. Эти орнаменты, как объясняет хранитель археологии, имели определенный смысл и служили оберегами. Именно поэтому один рисунок никогда не совпадал с другим. Мы видим, вот есть какой-то вот совсем без орнамента сделанный. Ну, все равно вот крест стоит какой-то, да, выпуклый. Потом вот здесь тоже орнамент. Опять же, здесь уже больше лучей, здесь 6 лучей идет. Здесь это более позднего периода зеркала, и здесь уже не ярко выраженный орнамент, их просто отливали уже, штамповали как.
Если на зеркалах рисунок отличался разнообразностью, на поясных наборах чаще прослеживался узор трилистника. Четко он виден и на этой маленькой серебряной пряжке. Несмотря на изжитый срок, она неплохо сохранилась, что совсем не скажешь о других украшениях. Многие из них потеряли форму и требуют реставрации и дальнейшего изучения. Мы благодарим всех тех, кто поддерживает наш музей и не выкидывает, может быть, эту историю на свалку. А те вещи, которые приходят к нам в музей, они сохраняются, они вносятся в базу данных и уже потом выставляются в госкаталог Российской Федерации. Каждый предмет имеет свой инвентарный номер. Впрочем, обновился в музее и фонд художественного мастерства. Художник из Ассоциации ремесленников Идрис Фаргиев передал им в дар свою работу «Сказочный закат». Один взгляд на картину способен вызвать целую бурю эмоций, оживить воспоминания или положить начало новой мечте. Она очень интересная и визуально, и техника исполнения. Здесь идет гипсовая лепка, сухая кисть, акрил. Сама картина очень такая яркая, сказочная, и эта картина займет достойное место в экспозиции нашего музея. Насладиться видом забытого дома у берега на фоне сказочного заката и экзотических деревьев бонсай сможет каждый желающий. Полотно, как и остальные экспонаты, переданные в дар музею, будут представлены для всеобщего просмотра. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ингушский театр юного зрителя принимает участие в первом открытом международном фестивале театров кукол «Праздник гор». Фестиваль проходит в Пятигорске с 13 по 15 декабря текущего года. Артисты театра представят пятигорским зрителям на сцене театра кукол «Золотой ключик» спектакли «Чуче» Михаила Андреева и «Красная шапочка» Шарля Перо в постановке Вадима Домбровского. Наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание и оставайтесь на канале Ингушетия.